Червоний крыж – эмблема, знайома амаль кожному чалавеку. Сімвал арганізацыі, якая ўжо не одно дзесяцігоддзе дапамагае тым, хто адчувае ў гэтым асаблівую патрэбу. У Брэсцкай вобласці больш за 2500 волонтераў. Гэта людзі розных узростаў, інтарэсаў і заняткаў, звязаныя адной мэтай. Организация Красного Креста, она вообще с каждым годом как-то набирает, наверное, обороты, и работа ее становится все более интересной. Суть нашей организации не меняется. Мы призваны оказывать помощь людям, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Волонтерская падтрымка для дзяцей-сірот, пожилых і інвалідаў. Акцыі ў папулярызацыю здаровага ладу жыцця. Усе напрамкі работы Чырвонага крыжа нават складана падлічыць. Вось і новы проект разам з грамадскай платформай «Імёны» «Няня замест мамы» створаны для хлопчыкаў і дзяўчынак, якія засталіся без бацькоўскай апекі і дапамогі. Благодаря платформе «Имена» получилось Белорусскому обществу Красного Креста привлечь средства, и благодаря этому также у нас в области работают сегодня две няни. Одна няня работает в Бресте, в Брестской областной детской больнице, и вторая в Барановичской городской больнице. Что это за няня? Это человек, который сегодня работает с детками, оказавшимся на стационарном лечении без помощи родных. Сёння распачалі вялікі інфармацыйны месячнік Чырвонага крыжа. Юныя волонтеры азначылі дзве падзеі вялікім флешмобам. Если раньше у нас были активисты, волонтеры, а в настоящее время ребята сами приходят. И очень хорошие ребята. Они стараются помочь, что-то сделать. В каждом есть добро, каждый день, каждый день помогает кому-то, даже не понимая этого, прохожим, друзьям. Для меня волонтерская деятельность – это интересно. Во-первых, это возможность как-то помочь кому-то, это немаловажно. Это это возможность реализовать свои какие-то качества, возможность научиться чему-то, потому что мы взаимодействуем между собой. Дабрыня – мова интернациональная, и ее словы николи не будут залишними. Евгения Мороз, Роман Филютиш, телерадиокомпания «Брест».